Доброе утро всем, кто видит и слышит нас прямо сейчас, в это утро понедельника, 16 сентября. Привет всем, кто смотрит, возможно, эту передачу в записи. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдуллин. Сегодня мы обсудим события прошедших выходных, проведем голосование на нашем канале в Ютубе, вспомним информационную повестку в эти дни 5 лет назад. Свои вопросы, комментарии прошу вас оставлять в нашем чате на канале «Аспекты Башкортостан». Комментируйте, делитесь с друзьями ссылками на этот эфир, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты Башкортостан». Всем этим вы поддержите работу нашей редакции. Также вы можете поддержать работу нашей редакции какой-то посильной вам суммой с помощью сервисов Boosty и Donation Alerts. Ссылки на эти сервисы в описании. Милости прошу, воспользуйтесь такой возможностью. А мы давайте начнем обзор прессы. Уроженец Белорецка, 42-летний Рифат Нигаматуллин, получил смертельное ранение в ходе боев в Курской области. Об этом сообщил в воскресенье, 15 сентября, руководитель администрации Белорецкого района Андрей Иванюта. Но он, естественно, о нем рассказал, об этом бойце, что он женился в 2009 году, у него родился сын, он построил дом, жил с семьей дружно. В феврале этого года подписал контракт с Министерством обороны и ушел на специальную военную операцию. На учениях в Севастополе служил морским пехотинцем, был там. Потом с марта по июль служил в Херсонской области, а в июле был направлен на обучение оператором беспилотных летательных аппаратов. В августе его срочно направили в Курскую область, и 31 августа в ходе штурма противника он погиб. Таким образом, число погибших военнослужащих из числа соотечественников из Башкортостана в ходе специальной военной операции достигло цифры 2852 человека. Новости из зоны специальной военной операции выходные были достаточно такими интенсивными, разными, с разного плана. Так, например, издание МКСЭД сообщило, что 4 бойцов из Башкортостана вернулись из плена вооруженных сил Украины. А в течение 2 дней, в пятницу и в субботу, Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 103 на 103. Это информация Министерства обороны. Вот. И, как следует из сообщения Министерства обороны, России были переданы как раз военнослужащие, захваченные в плен украинской армии при боях в Курской области. Страной-посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. И среди этих 103 бойцов российской армии, вернувшихся из плена, 4 жителей Башкортостана. Издание «Наш выход», есть такое общественное движение по поиску и возвращению домой военных. Армия Российской Федерации сообщила, что 2-дневный обмен военнопленными завершился, и они сообщили, что в течение 2 дней на самом деле было 147 военнопленных, которых поменяли. Вот, и они как раз и опубликовали имена всех, кого вернули в Россию. В том числе там было 4 наших соотечественников. В основном все это молодые парни. Вот Данил Галагонов 2003 года рождения, Санжар Набиев 97 года, Владислав Сафиуллин 2001, Ильфат Хайреддинов 2003, нетрудно посчитать, 21 год, 23 года и 97 года, если он 27 лет этим парням. Кто они, срочники или нет, сказать сложно, но тем не менее, вот из всей массы обмененных 2/3 парни срочной службы, как сообщает телеграм-канал «Наш выход». Что интересно, этот телеграм-канал занимается возвращением военнопленных, и они напомнили о том, что 3-й год войны, специальной военной операции, но никто не говорит ни с российским обществом, ни с семьями военнопленных. Есть какие-то секретные генералы в ФСБ, в Министерстве обороны, и они распоряжаются судьбами людей. Ну, то есть решают, кого менять, кого не менять, как менять. Но до сих пор не смогли они объяснить, почему одних меняют через 2 недели в плену, а других не меняют и через 2 года. Каковы критерии отбора на обмен? Почему те, кто давно в плену, раненые или больные, не являются приоритетными? Вот. И вот такие вопросы задают в этом движении «Наш выход». Но ответов пока не получают. Собственно говоря, задают такие вопросы, ну, вроде бы как важные. Почему нельзя на 3-й год спецоперации провести обмен всех на всех? Как можно говорить о духовных ценностях
о приоритете семьи и при этом спокойно жить, когда тысячи людей, которые отправили на специальную военную операцию, так сказать, по приказу, они сидят в плену. И их никто, собственно говоря, их судьбой не занимается. А, РБК дополнила эту информацию о том, что был обмен, на самом деле, 206 военнопленных. А, РБК сообщила, что Министерство иностранных дел Арабских Эмиратов, которое выступило посредником, выразило благодарность России и Украине за их сотрудничество. Вот. И также РБК сообщает, что по данным Министерства иностранных дел Арабских Эмиратов, этот обмен между двумя странами стал восьмым с помощью этих вот Арабских Эмиратов. Стал восьмым с начала этого года только. И общее число освобожденных в этом году достигло 1994 человека. Ну, то есть разговор о том, что тысячи людей сидят в плену, как минимум 2000 почти было освобождено только в течение этого года. Значит, этот разговор имеет свои основания. Вот, в связи с этим напомню, что сегодня идет 937-й день с начала специальной военной операции. И буквально через 2 месяца, то есть до конца года, мы достигнем цифры в 1000 ровно. Вот будет ровно 1000 дней, как идет эта специальная военная операция, которую хотели первоначально вроде как за 3 дня закончить, за 2 недели закончить. И в итоге неизвестно, когда она вообще закончится. Хотел бы ваше мнение узнать, уважаемые слушатели, зрители. А вы хотите прекращения специальной военной операции до конца этого года? Ну, чтобы цифры 1000 не достигнуть, а где-нибудь пораньше остановиться, как бы закончить все эти боевые действия. И там и гибнуть не будут люди, в плен не будут попадать. И можно, так сказать, обо всем на мирных переговорах договариваться. Вот. Вы хотите прекращения специальной военной операции до конца этого года? Да или нет? Всего 2 варианта ответов. Голосуйте. Голосование анонимное. Итоги голосования подведем к концу нашей программы. Продолжим. Еще новости, связанные со специальной военной операцией. Мэр Сибая Азамат Юлдашбаев планирует заключить контракт на службу в зоне СВО. Об этом сообщает РБК Уфа. Вот. В свою очередь, изданию об этом сообщил первый замглавы администрации города Сергей Озерцов. Азамат Юлдашбаев планирует заключить контракт. Вместе с ним туда на службу в зону СВО отправится военный комиссар города Ринат Забиров и депутат городского совета Ахат Асылбаев. 15 сентября, то есть вчера, они выехали, пока контракт не заключен. Ориентир 20 сентября заключат контракт, скорее всего, на полгода, рассказал первый вице-мэр Сибая. Исполнять обязанности главы администрации города как раз и он сам и должен. Вот этот Сергей Озерцов, который давал комментарий, по крайней мере, я посмотрел его страничку в социальной сети ВКонтакте, на ней уже написано «Исполняющий обязанности главы администрации Сибая». Сам Азамат Юлдашбаев был недоступен для комментариев. Ну и напомним, что он возглавлял Сибай с конца июня 2022 года. Он уроженец Баймакского района республики, выпускник Башкирского государственного университета. Карьеру начинал учителем физкультуры, работал позже таможенным инспектором, начальником Сибайского почтамта, руководителем филиала Республиканского центра социальной поддержки населения в Сибае. Вот теперь станет участником специальной военной операции. Ну, что можно сказать? Во-первых, сам факт, что уезжает, это, конечно, ну, такой интересный. Но интересен тут одна деталь, которую рассказал первый вице-мэр Сибая, что контракт заключится, скорее всего, на полгода. Мы все знаем, что сейчас действует указ Владимира Путина, в котором контракты, заключенные в период специальной военной операции, они бессрочные. То есть они пока не заканчивается сама операция, контракты они продлеваются и продлеваются. А вот чиновникам у нас можно, значит, возвращаться, можно заключать на какой-то срок, потом раз и возвращаться. На самом деле здесь все очень просто. В свое время я разговаривал с одним из уфимских, нет, башкирских, будем точными, военнослужащих, который после некого конфликта в зоне СВО, его сам командир части сказал: иди, возвращайся на родину, мы с тобой контракт разрываем. Оказывается, такая возможность есть. То есть, чисто юридически можно кому-то из военнослужащих, ну, при желании командования, покинуть воинскую часть. Ну, у него, например, ему сказали, типа,
мы с тобой разрываем контракт, поскольку ты не выполняешь его условия. Вот. И, собственно говоря, есть такая, оказывается, лазейка. Скорее всего, возможно, и тут и такая же тоже может быть штука с нашими чиновниками, которые вот послужили, вернулись на примере всем известного вице-премьера правительства. Еще одна новость, о которой я хотел бы сказать. Об этом сообщает, значит, телеграм-канал «Не жди хорошие новости», даже по названию понятно, о чем, что эта новость не будет хорошей, но она касается нашей республики, нашего соотечественника. Так вот, мать командира отделения 26-го мотострелкового полка Фундоры Самойлова из Уфы, убитого подчиненными, сомневается в честности командования и правосудия. В свое время, это в июле была эта история. Давайте немножко про нее сначала расскажем, потом уже про современную, так сказать, про то, что сегодня, вчера, в выходные было написано. Итак, ранее в июле этот же телеграм-канал рассказал, что командование вот этого мотострелкового полка скрыло убийство командира отделения во время пьянки. Официальной версией гибели этого парня. У него такое интересное имя. Он Александр Фундора Самойлов. Вот. Ну, будем называть его Фундорой Самойлов. Вот. Официальная версия его гибели указала: погиб, спасая товарища. Вот. Информация о самом прощании появилась 18 июля. Вот. В некрологе как раз и было написано, что он погиб, спасая товарищей, смог увернуться от 4 дронов. Камикадзе от 5-го, к сожалению, не получилось. В то же время военнослужащий, который с ним вместе служил, поделился с журналистами реальной историей гибели младшего сержанта. И по его словам, значит, Александра Фундора Самойлова застрелил подчиненный, которого он застал пьяным на наблюдательном посту. Командование подразделением всячески пытается скрыть данное происшествие, оставив виновных практически без наказания. Им дали только строгий выговор и лишили премии. Ну, вот за убийство человека, значит, такое... выговор и премия. Вот. Ну, на самом деле, он пошел проверять. Тут приводятся данные, кого конкретно он увидел, кто там находился. Я не буду читать все эти данные. Суть в том, что он заметил, что военнослужащие были пьяны на посту, сделал замечание. А один из них, ну, стал, видимо, протестовать, там возникать, скажем так, возник конфликт. И он выстрелил в своего командира из автомата. Вот. И также этот служивец, который все это знал, сказал, что расследование проводил замкомандира полка по военно-политической работе, майор Антон Малыгин. Это я скажу фамилию. И по его мнению, он отнесся к этому расследованию халатно, оставив инцидент без должного внимания. Вот. И, собственно говоря, вот эти события поставили под сомнение компетентность и честность командования целого полка, командиром которого, временно исполняющим на тот момент, был подполковник Олег Ковалев. Вот такая история. И сейчас, спустя несколько месяцев после вот этого всего, журналисты снова связались, значит, с родственниками, с матерью этого командира отделения. И выяснили, что следствие завершено. Материалы переданы в прокуратуру для проверки перед отправкой в суд. Однако его мама более чем уверена, что виновник, вот этот, кто стрелял, даже если он будет признан виновным, то избежит наказания благодаря указу о помилованию. Я на 99% уверена, говорит мать, что благодаря приказу Путина мартовскому, что он на любой стадии, хоть сейчас, хоть после суда, хоть после приговора, заключит новый контракт, и с него снимется и судимость, и он вернется белый и пушистый. Вот. И она ознакомилась с материалами дела, изучила медицинскую экспертизу и пришла к выводу, что там стрелял вообще-то не один человек. То есть вот эти следы выстрелов, они настолько показательны, что понятно, что там стрелял не один человек. Поэтому она сама сомневается вообще в самом ведении следствия. Вот. Ну, собственно говоря, вот такая история. Она, кстати, перекликается с историей к выходные, которая вышла на федеральный уровень. Коммерсант сообщил, что министр обороны Андрей Белоусов поручил разобраться в ситуации, связанной с гибелью двух военных с позывными Эрнест и Гудвин. Это другой стрелковый полк, уже 87-й, Южного военного округа. И там речь примерно, скажем, не такого же плана, что вот кто-то кого-то убил, да, сразу, а
немножко другая, но тоже идет речь о том, что двое военных, Эрнест и Гудвин их позывные, они сделали видеозапись перед тем, как их командир с позывным «Злой», такой, тоже символический позывной, расформировал их, значит, подразделение, расчет БПЛА, и перевел в штурмовики. По словам одного из военнослужащих, причиной этой отправки на штурм стало то, что они противодействуют торговле наркотиками, в которой якобы замешан как раз командир полка. По информации военных корреспондентов, вот эти вот, военные, которые записывали вот это видео, они погибли. Ну вот, история про СВО. Напоминаю, что сейчас идет, я вас прошу ответить на вопрос, хотите ли вы завершение специальной военной операции до конца этого года. Два варианта ответа: да или нет. Отвечайте, как говорится, честно, искренне. Вопрос анонимный. Итоги подведем к концу голосования. Тема выборов продолжает еще оставаться в повестке дня. По крайней мере, сейчас люди высказывают свое отношение к последствиям, к самой политике, к выборам. В выходные свое мнение опубликовал Сагит Исмагилов. Это лидер движения «Патриоты Башкортостана». Вот. Ну, он сделал вывод, что, собственно говоря, нет конкуренции на выборах, поскольку участие самовыдвиженцев в выборах не допускается. Политические партии одни и те же, и кандидаты от них со старыми лозунгами, которые не меняются десятки лет. Правда, появилась партия «Новые люди», пишет Сагит Исмагилов. Но новые идеи оказались такими же, как и у старых. Ну, это я сейчас процитирую его слова, это не мое мнение. Желание быстрой славы и больших денег. Ихнему кандидату с красивыми статьями я не смог даже дозвониться, пишет Сагит Исмагилов, узнать, будет ли он встречаться с населением. Понял, что участие этой партии — очередная комедия с оттягиванием политического веса у КПРФ и остальных. В итоге выборы стали очередным обманом, а у избирателя появилась к выборам апатия и разочарование. Вот. Но, тем не менее, сам Сагит Исмагилов считает, что нужно привлекать жителей, граждан к выборам. Каждый гражданин обязан понять, участие в политической жизни республики — это его долг, считает Сагит Исмагилов. Иначе рано или поздно он станет рабом существующей системы. Только политически заинтересованное здоровое общество в состоянии построить социально ориентированную демократическую республику. Вот об этом и надо говорить с населением. Ну, вполне здравые мысли, возможно. Вы с ними согласны, не согласны, это, как говорится, ваше дело. Пишите в комментариях. Тут напоминаю, что 24 февраля 2022 года Россию никто не обстреливал и никакие беспилотники в дома не врезались. Ну, собственно говоря, это констатация факта. Тут что напоминать? Так все это знают. Хабирову дали второй срок. Досидит ли он? Под таким заголовком вышла статья в «Пруфах», где обозреватель Рамиль Рахматов рассказал, собственно говоря, про свое отношение к выборам. Большая статья, не буду все пересказывать, но основные выводы скажу, что он пишет, что сам прямых грубых нарушений и фальсификаций в день голосования не наблюдал. Вот. Но, тем не менее, он ни за что не скажет, что прошедшие выборы в Башкортостане были честными, справедливыми и равными. По мнению Рамиля Рахматова, административная система и контроль над процессом выборов развились так, что нет нужды тупо и прямо фальсифицировать на низовом уровне. Этот контроль и превратился в одну сплошную фальсификацию. Только, например, муниципальный фильтр для кандидатов на пост главы региона сам по себе предполагает прохождение лишь угодных и удобных спойлеров. А многодневное голосование фактически делает невозможным наблюдение за процессом голосования, поскольку наблюдатели физически не могут находиться на участке несколько ночей подряд. Вот, в эту же копилку отсутствие видеонаблюдения с участков. Добавим к тому же замену членов комиссии. Например, в Ишимбайском районе в один день досрочно от членства отказался почти десяток членов комиссии. Не было никаких либо стоящих внимания дебатов. Вот. Ну и, собственно говоря, Рамиль Ахматов даже приходит к такому выводу, что на период специальной военной операции стоило бы вообще приостановить все федеральные и региональные выборы. Приводит латинскую пословицу, которая в переводе означает «во время войны безмолвствуют законы». Вот. Но в то же время он
он задается вопросом, надолго ли вот это вот такое положение, когда нет выборов без выбора, а главу региона фактически назначает руководитель государства российского, да, давая одобрение, показывая, что вот, значит, все будет с тобой в порядке. Он напоминает, журналист Рамиль Рахматов в этой статье, что действительно громкое событие произошло на минувшие 2 недели. Был доклад прокурора республики о состоянии законности и правопорядка в Башкортостане за первое полугодие. И вот это, казалось бы, такой ни к чему не обязывающий доклад о состоянии законности оказалось таким достаточно прозрачной такой оценкой всей предыдущей пятилетки Ради Хабирова, по мнению журналиста, поскольку там много таких цифр, которые разрушают вот такую благостную картинку. Ну, там много таких, на самом деле, сведений о нарушениях. И по мнению обозревателя Пруфов, то, что проходной документ оказался настолько жестким, охватил практически весь период руководства Радия Фаритовича и попал в руки средств массовой информации, говорит о том, что письмо, похоже, было не случайно слито членами команды самого Хабирова. Вероятно, что силовики и Москва прозрачно намекают новому старому Башлыгы, что несмотря на 80% результат на выборах, ничто не вечно под солнцем. Федералы, похоже, отказываются от модели обслуживания региональной власти на местах. Вот. Ну, это вывод журналиста. Несложно сказать за федеральную власть. Пусть делают это вывод аналитики, различные эксперты. Я всего лишь навсего сейчас знакомлю вас с обзором прессы. В числе новостей одно из изданий сообщило, что 6-й кассационный суд в Самаре направил для рассмотрения в Центральный районный суд Оренбурга дела фигурантов баймакского дела Закия Ильясова, Ильназа Махмутова и Валяма Муталапова. Об этом сообщили их родственники. И эту же информацию подтвердили источники редакции, знакомые с ходом следствия. Ну, чаще всего это адвокаты. Вот, и издание рассказало о самом Заки Ильясове, напомнило, что ему 57 лет, он был одним из последних, кого задержали по баймакскому делу. Его задержали в конце апреля. Напомню, задержания начались почти сразу после 17 января, там 19 января и так далее. А это уже прошло январь, февраль, март, апрель, 4 месяца. Его задержали утром 24 апреля в Уфе по дороге на работу. А через час после задержания Заки Ильясов поступил в больницу в тяжелом состоянии, с множественными травмами. Тогда же сообщили родственники. 1,5 сутки он находился в коме на аппарате на ИВЛ. А потом пришел в себя, и через 2 дня его выписали и поместили под стражу. Вот. Обстоятельства, при которых он получил травмы, до сих пор неизвестны. К сожалению, с этим вот приходится, как сказать, жить. Да, людей задерживают, они получают травмы, попадают в больницу и даже в кому. А что случилось? Кто это сделал? Каким образом прошло уже после этого? Еще 4 месяца, 5 месяцев, да, даже. Никто ничего не знает, к сожалению, к большому сожалению. Напоминаю, что сейчас на нашем канале в YouTube идет голосование. Я спрашиваю вас, хотите ли вы прекращения специальной военной операции до конца этого года. И напомню, что до конца этого года исполнится ровно 1000 дней. В свой день мы об этом напомним. Сегодня 937-й, если не ошибаюсь, день специальной военной операции. Так вот, комментарий от вас. Хабиров вступает в должность с невыполненными обещаниями, конфликтами, скандалами и командой расхитителей бюджета. Печальная инаугурация. Задача Хабирова и его команды — освоение бюджетных средств. Ну, собственно говоря, вы об этом в прессе тоже говорится в сообщениях, которые я прочитал. В пруфах. Просто я не полностью всю эту статью не стал пересказывать. Галина Гурентьева сообщает, что сибайский мэр уехал на СВО. Да, мы об этом тоже сообщили. Спасибо, что вы подтверждаете. Руслан Гельманов сообщает, Татарстан голосовал всего 1 день, поэтому в конце дня увидели реальную явку в урнах не более 40%. Но дело же не в том, что 1 день, или 2, или 3 дня. Явка, она и есть явка. То есть она и у нас была 40% примерно. По наблюдениям тех наблюдателей, там, допустим, от КПРФ там, или от штаба Бориса Надеждина, сведения, от которых мы получали, у них, вот, когда сидели наблюдатели на участках, они такую же явку и увидели.
А там, где не было, вот как мы разговаривали с секретарем райкома Учелинского КПРФ Раисом Хафизовым, он говорит, на тех участках, где не было их наблюдателей, явка была 80-90%. Ну все, это же люди живут в одном городе, голосуют они примерно, и идут, вернее, активно участвуют на выборах примерно одинаково. А почему такая большая разница? Почти в 2 раза. Ну, понятно же, почему. Чего вам объяснять? Тем временем в Уфе вчера прошел первый в истории Уфы день городских сообществ. В парке Якутова это все происходило. Ну, собственно говоря, идея такая, что у нас, оказывается, в Уфе только зарегистрировано 1500 почти НКО, некоммерческих организаций. Вот это, так сказать, есть незарегистрированные сообщества, которые не юридически не поставили себя на учет и прочее. Вот, и там можно было увидеть, кто чем увлекается. Есть достаточно интересные живые сообщества. Там одного из представителей мы пригласили сегодня в эфир. Это такое сообщество об уфимской музыке. Кристина Гофман будет у нас в 11 часов. Основатель сайта об уфимской музыке. И, собственно говоря, ну, в общем, поговорим о творчестве, об уфимской музыке, что происходит. А сам праздник, вот этот День городских сообществ, возможно, будет традиционным, если все будет, как сказать, по плану, не будут разгонять эти сообщества, как минимум, то в следующем году это то же самое произойдет. Я там побывал на этой площади, в парке Якутова, увидел всякие стенды, информацию. Мне заинтересовало, например, сообщество, которое борется с последствиями сахарного диабета. То есть занимается вот этой темой. Есть и сообщество, я не знаю, там, кто решает проблемы женщин. Ну, как бы, чтобы женщины жили в комфортной обстановке, чтобы не было домашнего насилия. Ну, вот меня такие темы интересуют, поэтому я заинтересовался. Ну, естественно, и вот это вот музыкальное сообщество тоже интересно. Ну, много там было всего. Поговорим об этом в 11 часов. Сейчас не будем на этом останавливаться. К другим новостям давайте перейдем. К экономическим. Экономист Рустем Ахунов ведет телеграм-канал «Экономика» от Ахунова Рустема, он называется. И вот он привел данные, что согласно первой оценке, представленной Росстатом, внутренний валовый продукт в России за второй квартал вырос на 4,1%. При этом он привел цифры, что индекс-дефлятор составил 110,9%. Что такое индекс-дефлятор? Это показатель, который применяется для оценки масштабов инфляции. Но при расчете этого показателя учитываются цены всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории только конкретной страны. То есть вот этот индекс-инфлятор оценивает инфляцию только российских товаров, российских услуг. Импортные товары не учитываются. И судя, если я все правильно понимаю, то у нас в первом полугодии, в первом полугодии этого года инфляция оценится уже в двузначные цифры. 10,9%. Только российских товаров. А я думаю, что импортные подорожали еще больше. Поэтому общая цифра будет больше самой инфляции. Вот. Ну, собственно говоря, по мнению экономиста, он учитывает структуру российского экономического роста, который обеспечили обрабатывающее производство, торговля, строительство, гостиницы, рестораны. Вот, примерный темп роста в экономике Башкортостана сопоставимый. Но что дальше? Дальше Рустам Ахунов пишет, что ожидает замедления темпов роста в экономике региона, поскольку в текущих условиях сохранение высоких темпов этого роста возможно только за счет увеличения производственных мощностей и снятия ограничений по трудовым ресурсам. Фундаментом расширения производственных мощностей являются инвестиции, причем актуализируется инвестирование в активную часть основных фондов. Ну, вот это, в общем-то, такие терминология, которая затрудняет восприятие. Ну, я для себя перевел так, что сейчас есть ограничения, очень большая проблема с людьми, некому работать, собственно говоря, не могут найти людей, кадровые ресурсы у нас ограничены. Плюс, чтобы продолжать развивать экономику, нужно вкладываться в основные фонды предприятий, а тут с деньгами, видимо, не очень-то хорошо у нас все.
К другим новостям. В башкирские поезда впихнули невпихуемое. С таким заголовком вышла новость на телеграм-канале издания МКСЭТ. Речь идет о ужасной толкотне в электричках на маршруте Горя-Айгир в субботу в эту. Кадры возникшей давки опубликовали в местных сообществах ВКонтакте и в телеграм-каналах. Электрички были переполнены с раннего утра, и пользователи соцсетей задаются такими вопросами: неужели нельзя было пустить более вместительный состав в такое востребованное время в конец сезона? Несколько десятков людей в Энзеле просто не смогли сесть. Люди едут на багажных полках. И мест не хватало как туда, так и обратно. Вот, собственно говоря. Но это разговор о том, что как бы наша экономика, вот, в частности, вот этот, услуги транспорта, поскольку это все-таки РЖД, я так понимаю, они, видимо, не могут оперативно реагировать на спрос. Нет у них такой возможности или желания, или службы маркетинговой, которая бы сказала: вот, ну, извините, спрос-то повышается в этот день, давайте пару вагонов еще прицепим. Ну, не было этого, по крайней мере, в этот раз, и это вот очевидцы зафиксировали. Ну что ж, жалко, конечно. Тем временем министр культуры Амина Шафикова сообщила, что Башкортостан в следующем году примет Дни армейской культуры. Она побывала, значит, в Санкт-Петербурге на форуме объединенных культур и выступила там, участвовала, вернее, в презентации фестиваля Дни армейской культуры. Такой комплекс мероприятий военно-патриотической направленности с участием различных артистов, художников, писателей, творческих коллективов, именно армейских творческих коллективов. Вот. И такое мероприятие проходит в этом году в республике Тыва и Тульской области. Вернее, раньше это было. В этом году в Санкт-Петербурге, а в следующем году главной площадкой этих дней армейской культуры станет Республика Башкортостан. Вот, готовьтесь, в 2025 году увидите, что такое армейская культура. Издание УФА-1 рассказывает о нашей соотечественнице уфимке Екатерине Котофеевой. Это стендапер. И, в общем-то, она рассказала про свою карьеру, как училась Сипайлова, поступила в университет башкирский на философию и социологию, играла в КВН, решила попробовать себя в стендапе. В итоге попала на Comedy Battle. Дебют у нее был не очень удачный. Она как бы случайно прыгала. Там есть такой момент, когда со сцены ты падаешь, если тебя говорят, что ты не годишься, дальше проходишь. И вот она репетировала и получила 3 разрыва на ноге. То есть с травмы колена она получила. Ну, ее вытащили на сцену. Тем не менее, не самостоятельно она вышла на сцену, а ее вынесли. Ну, в общем-то, она понравилась. И так и началась ее карьера. Ну, интересная история. Лучше сами прочитайте. Еще раз напоминаю. УФА-1. Текст называется «Сидела с фольгой на башке». Что за уфимка выступает со стендапом на ТНТ и о чем она шутит. Давайте к спортивным новостям перейдем. Перед этим я напомню еще раз, что идет голосование. Ответьте на вопрос, хотите ли вы завершение специальной военной операции до конца этого года, да или нет. Вчера футбольный клуб Уфа сыграл в матче 10-го тура МЛБ первой лиги с футбольным клубом «Родина» из Москвы. И впервые наша команда дома одержала победу со счетом 2-0. Это случилось. Голы забили Камиль Мулин в конце первого тайма. Вот, после передачи, значит, после штрафного Тиняев пробил с острого угла створ ворот, вратарь отбил, Камиль забил гол на добивании. Это его первый гол в нашей команде, напомню, нападающего. А второй гол забил Владислав Ложкин и тоже в конце, но уже в конце второго тайма. Он подхватил мяч с середины поля, помчался, значит, домчался до ворот и тоже с острого очень угла пробил створ и попал. И, ну, в общем, это тоже поздравляем нашего нападающего. Уже у него второй гол, если не ошибаюсь. Ну и тренер Уфы Евгений Харлычев прокомментировал: наконец-то это свершилось. Одержали первую домашнюю победу. Вот. Мы меньше владели мячом, но свои немногочисленные моменты выжили по максимуму, сказал он. И его спросили по последние трансферы. У нас в команду новички попали игрок сборной Беларуси. Это Валерий Бочаров, 24-летний.
Из Урала он пришел в аренду к нам. И легенда Уфы Дмитрий Стоцкий, он в свое время даже был капитаном команды, потом оттуда ушел в Краснодар. Вот. И он надеется, тренер, что вот эти новые игроки добавят в плане психологии, помогут выбраться из тяжелой ситуации. У нас, к сожалению, в Уфе, в уфимском футболе такая ситуация. Всегда мы сначала попадаем в тяжелую ситуацию, а потом из нее выбираемся. Вот никак мы по-другому почему-то не можем. Вот такие качели у нас. Следующая игра в пятницу, 20 сентября, будет игра с «Чайкой», тоже дома, на домашней арене, начало в 18:00, то есть уже вот через несколько дней. Тем временем в футбольной истории Уфы произошло интересное событие. В субботу это случилось. Сборная Уфы, ветераны, встретились с ветеранами Крыльев Советов из Самары. Игра была такая. На футбольном манеже она была, на закрытом, значит, в таком пространстве. Естественно, не полное время шла игра, 20 минут каждый тайм шел, и футболисты Крыльев Самары оказались более сыгранными, выиграли со счетом 2:0. Но суть-то не в этом. Суть в том, что причина, для чего они собрались. Матч был посвящен 70-летию футболиста Виктора Развеева, который начинал свою карьеру, значит, в Уфе, в составе уфимских команд. И у него карьера была 15 лет, с 70 по 85 год. Он за это время забил 126 голов, в общем, нападающим был. И сезон 85 года, последний, он провел в составе Куйбышевских Крыльев Советов. Тогда Куйбышев назывался. Это город, не Самара. А позже он даже был президентом этого клуба, уже футбольного клуба Крыльев Советов. Виктор Развеев не только футболист, и не просто футболист. Это брат диссидента, позже священнослужителя Бориса Развеева, о котором многие знают у нас в Уфе. Его называют первым хиппи уфимским. Вот этот человек от вот этого хиппи дошел до сана священнослужителя, и у него очень интересная судьба. Мы поговорили с Виктором Развеевым, записали интервью. К сожалению, по техническим причинам не могу сейчас вам его показать. Ни звук, ни... Картинка хорошая, звук не очень, поэтому не буду вас терзать ваши уши. Чуть-чуть просто пару моментов из нашего общения перескажу, потому что меня очень интересовало, чему, во-первых, Борис Развеев научил своего брата. Брат младше его на 5 лет. Выяснилось, что он для него чуть ли был не только брат, но еще и отец фактически. Человек, который его воспитал, который сделал из него футболиста. За руку 7-летним пацаном привел на стадион. В тот момент, когда там был хороший детский тренер. В общем, сделал из него человека. Так и говорит его брат Виктор Развеев. Я спросил, каким книгам. Он сказал, что он научил его читать, давал книжки. Я спросил, какие книги он давал читать. Он говорит, «Мастер и Маргарита». Я его, конечно, не понял, эту книжку, но потом перечитывал в течение жизни 15 раз. Перечитал, каждый раз что-то новое находил. Вот, научил играть в бильярд. Но вот детали его биографии, о которых он напомнил, я хочу, чтобы вы тоже вспомнили, потому что когда ты знаешь свою историю, это всегда полезно. Борис Развеев дважды сидел в тюрьме, в СИЗО, в тюрьме, в местах лишения свободы, скажем так. Первый раз за растрату. И знаете, какая была растрата? Он, будучи студентом, решил сэкономить деньги, взял у другого, вернее, закончил школу, пошел поступать куда-то, взял чей-то студенческий билет. Там была тогда скидка на авиабилеты, по-моему, 50%. И он сэкономил таким образом 11 рублей 46 копеек. В 1978 году это было, по-моему. 70-е годы. Его на полгода за это посадили, как за растрату. Нечего, мол, обманывать государство. А потом мы его посадили уже в 1984 году на 4 года за антисоветскую агитацию. Дело в том, что он уже тогда пришел в религию, обсуждали религиозные вопросы. Был такой кружок молодых людей в Уфе, в том числе там вращался и поэт и музыкант Юрий Шевчук. Вот. И тогда религия приравнивалась к антисоветским каким-то комментариям. Вот ему накрутили срок. Хиповать действительно хиповал, как сказал мне брат Бориса Развеева. Но поскольку он после первого срока научился шил, одежду, волосы отрастил. Но по словам, вот как раз это все, это хипование, это было символом, вернее не символом, выражением протеста это было. Потому что,
надо было разговаривать с людьми, с молодежью. Раз разговаривать нельзя, надо как-то что-то доказать, отличиться чем-то. Вот отличались этим внешним видом, одеждой, вот, не знаю, теми же длинными волосами. Вот. И когда его посадили в тюрьму, он сказал, что его брата очень сильно избили, а потом стали уважать. Ну, вот такие, к сожалению, не могу вам привести эту интервью целиком. Ну, пересказал то, что смог, что было интересного. Вот. Напомню, что идет голосование на нашем канале. Голосуйте, скоро мы подведем его итоги. Сейчас давайте поговорим об информационной повестке. Ровно 5 лет назад, в этот же день, 16 сентября, о чем говорила редакция «Эхо Москвы» в Уфе в те дни. 5 лет назад. Башкортостан занял 10-е место среди регионов России по доле расходов населения на ЖКХ. Такие данные опубликовало агентство РИА Новости. Согласно исследованию, жители Башкортостана в среднем на коммуналку тратят 7,8% всех расходов. В денежном выражении это 3430 рублей. Ну вот, собственно говоря, интересная цифра. Можете сами сравнить, сколько вы тратите на коммуналку в среднем. 3430 это было 5 лет назад, это было 10-е место по величине расходов, по доле расходов. Население, я полагаю, что и сейчас тоже мало что изменилось, поскольку у нас высокие тарифы. И не случайно и существует аж целое движение «Стоп Баш РТС», активист которого Альберт Рахматуллин часто появляется у нас на YouTube-канале и рассказывает о положении дел как раз в этой сфере. Еще одна новость в эти дни. Наталья Павлова, Ринат Факиев, Вадим Беляков, Кристина Абрамовичева и Полина Вишневская стали членами формируемого в Башкортостане Совета по правам человека. Вот. Наталье Павловой даже предлагали стать председателем СПЧ, но она отказалась, поскольку совмещать работу в СПЧ и в газете «Коммерсант» было бы невозможно. Но что интересно, вот эти все имена, которые я перечитал, я с удивлением обнаружил, в нынешнем составе ни одного из них нет. Наталья Павлова вообще ушла из профессии, стала психологом. Ринат Факиев, это эксперт в сфере наблюдения, независимый. С ним мы вели программу. Находится за пределами России. Вадим Беляков, эксперт в сфере ЖКХ, тоже есть информация, что его нет на территории России. Кристина Абрамичева, она здесь, она возглавляет теперь местное яблоко, но вот в состав совета не входит. Полина Вишневская, тоже ее нет в составе. Сейчас, собственно говоря, у нее другая ситуация. Она родила второго ребенка недавно. Так что кормящая мать, скажем так. Но тем не менее, очень интересно, что вот эти люди, казалось бы, очень экспертные, не вошли в состав Совета по правам человека. Продолжим. Теперь, наверное, пора подвести итоги голосования. Да, пора уже подвести. Напомню, я вас спрашивал, хотите ли вы прекращения специальной военной операции до конца года, поскольку до конца года как раз исполнится ровно 1000 дней. Неудивительно, большинство нашей аудитории сказало да, хотим, 97%, но нет, соответственно, 3%. Есть и те, кто хочет продолжения, видимо, бесконечного, или там через год хотят, чтобы закончилось, или через 2, не знаю, тут уж можете написать в комментариях вашу позицию. Но вот это единодушие, собственно говоря, подтверждает то, что эта специальная военная операция, по большому счету, сейчас никому не нужна. Я всегда ставлю вопрос так, четко. Что мы приобретаем в ходе этой специальной военной операции? Ну, что мы приобретаем? Мы приобрели новые территории. Да, это теперь закреплено в Конституции. У нас есть новые территории. То есть это земли. А что мы теряем? Мы теряем людей. Каждый день мы рассказываем о том, сколько человек погибло только из Башкортостана. Цифра, она меня просто ужасает. 3000 почти человек погибло за 3 года неполных. А за 10 лет боевых действий в Афганистане из Башкортостана погибло 343 человека. Сравните, с какими темпами мы теряем людей. Это только по региону, по Башкирии. Естественно, цифры можете экстраполировать и посчитать, сколько в России. Так вот, какой выбор простой есть? Земля или люди? Что вам важнее? Вот эти территории или вот люди, жизни?
И скажите сами себе, хотите вы, чтобы это продолжалось еще, или не хотите. Вот есть 3% нас, которые хотят. Почему? Ну, я не знаю. Пусть выскажутся. Может быть, мы их послушаем, поймем их. Вот, ладно, это был такой небольшой спич. Давайте теперь перейдем к новостям информационным, российским и мировым. Зачитаю вам вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости». По меньшей мере 35 человек, в том числе 3 детей, пострадали в результате российского удара по жилому дому в Харькове, утверждает мэр Игорь Терехов. Пожарные ведут борьбу с огнем, охватившим 4 этажа. Также в районе попадания повреждена гражданская инфраструктура. Комментариев с российской стороны нет. Срочников, плененных вооруженными силами Украины в Курской области, вернувшихся по обмену, снова отправляют воинские части у границ с Украиной. Об этом в верстке, признанному СМИ России инагентом, рассказали матери солдат. По их словам, руководство частей не дает информации о местонахождении тех, кого удалось обменять. Бывший участник специальной военной операции в Украине Артур Орлов назначен руководителем российского аналога пионерской организации «Движение первых». 35-летний функционер закончил Казанское танковое училище и воевал в Сирии и в Украине. За бои в районе практически полностью разрушенного города Попасная он получил звание Героя России. ФСБ начала проверку из-за надписи «За Киев, за мир, Рустамович» на образце бланка в магазине запчастей, пишет «База». Посетительница выложила в сеть видео, в котором обратила внимание на скрытые в имени и фамилии антивоенные лозунги. Владелец заведения заверил, что запомнивший бланк продавец уволен и принес извинения. Здесь надо уточнить, пояснить, что фамилия Закиев была написана как «За Киев» с большой буквы, «За мир» имя, как «За мир» с большой буквы. Вот в этом плане антивоенные лозунги увидели в ФСБ. Выставка, захваченной у ВСУ боевой техники, открылась в Ростове-на-Дону, несмотря на официальный запрет на проведение массовых мероприятий. Власти под предлогом безопасности ограничили число участников событий на открытом воздухе до 50 человек. Тем не менее, как пишет местное издание «Блокнот», на выставку пришли сотни горожан. Российское государственное агентство РИА Новости выдало справку Центра М на комика Максима Галкина за материалы якобы возбужденного против него уголовного дела по статье о военных фейках. Издание «Медиазона», признанное в России иноагентом, отмечает, что управление МВД по борьбе с экстремизмом выдало этот документ еще 2 года назад. Минимум 55 граждан Беларуси, вернувшихся из-за рубежа, задержали с начала года местные силовики, пишет правозащитный проект «Весна». Против по меньшей мере 17 человек возбуждены уголовные дела. Авторы подсчета отмечают, что реальное число может быть значительно больше, так как не о каждом становится известно. Это был вечерний выпуск новостей из телеграм-канала «Эхо Новости». На этом утренний эфир завершается. Но мы еще ждем вас в 11 часов снова на нашем канале YouTube «Аспекты Башкортостан». В 11:00 будет программа «Аспекты мнений». И пригласили спикером, гостем главного редактора сайта об уфимской музыке Hold on Music, что в переводе «Держись за музыку», Кристину Гофман. Итак, поговорим о музыке в 11:00 об уфимской. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдуллин. Хорошей вам трудовой недели. Всего доброго.